Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Башкиры Урала отметили День Республики Башкортостан. Силәбе келгәндә үземдә Башкортстанның иң шәп районнарының берендә йөргән һымак итеп тоям. Йылдар һынауы кисергән ижад. Ялгыз әбиләргә авыр һүзләр әйтеп, күңелләрен уның китмәгез. 11 октября является не только праздником внутри Башкортостана. День Республики давно отмечается и в нашем регионе. На протяжении многих лет представительство Республики Башкортостан в Уральском федеральном округе масштабно организовывает торжества, посвященные Дню Республики Башкортостан. В этом году праздничные мероприятия в Челябинске прошли с особым размахом. Челябинские башкиры, они до 1930 года практически все находились в Республике Башкортостан, потому что здесь существовал Аргаяшский кантон, и поэтому все праздники, которые проходят в республике, они и наши праздники, я надеюсь, что праздники челябинских башкир для Республики Башкортостан тоже не чужды. В Челябинске череду мероприятий ко Дню Республики открыла пресс-конференция, где обсуждались вопросы о сотрудничестве двух соседних регионов. Стоит отметить, межрегиональные связи Башкортостана и Челябинской области имеют прочную основу. Они подкреплены договорами и соглашениями 20 лет тому назад. Башкиры, проживающие на территории Южного Урала, помнят о своих традициях, имеют постоянные контакты и духовные, и содержательные, и творческие с теми башкирами, которые проживают на территории Республики Башкортостан. Большую работу в налаживании экономических и культурных связей между соседними территориями проводит постоянное представительство Республики Башкортостан в Челябинской области, которое последние 5 лет возглавляет Амур Хабибуллин. Представительству отводится важнейшая роль в экономическом и политическом диалоге между регионами. Оно содействует установлению, развитию и расширению торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей и контактов между Башкортостаном и Уральским федеральным округом. Вы знаете, Республика Башкортостан – это один из динамично развивающихся субъектов, я этого не побоюсь сказать. Нас везде очень хорошо принимают, потому что мы являемся партнерами, мы не являемся конкурентами. Пристальное внимание в работе представительства уделяется взаимодействию с общественными организациями. Ежегодно региональный полпред собирает башкирские национальные центры. За круглым столом обсуждаются вопросы о мерах поддержки общественных организаций властями, возможность получения грантов. Хочу выразить признательность за то, что пригласили к участию в этой встрече с представителем президента Республики Башкортостан с Амур Габидулловичем Хабибуллиным. Здесь я увидел своих коллег. У нас не так часто, к сожалению, бывает возможность встретиться, поговорить о своих насущных проблемах. Бір ел уже эшләгән программа, видео, телевидение. Китаптар можно заказать. Не остались без внимания и бизнес-сообщества. В городе прошла встреча предпринимателей Уфы и Челябинской области, в рамках которой были подписаны более 7 соглашений о сотрудничестве между товаропроизводителями двух соседних территорий. Мне понравилась компания, которая близкая нам по теме. Это производители детской обуви. Ну, там вся обувь, и есть детская линейка. Причем очень сильно удивило качество. Вчера трогали эти модели. Ну, наверное, с ним у нас что-нибудь получится. Ну, людям нравится. Смотрели статистику. На сайт очень много зашло народу после вчерашней встречи. Видимо, какие-то заявки все равно будут. Хочу найти людей, которые заинтересуют нашей продукцией, потому что наши шали нужны всем. Для южноуральцев представительство организовало большой праздничный концерт с участием звезд башкирской эстрады Челябинской области и заслуженного артиста Башкортостана Рустама Гизатуллина и этношоу проекта «Зайниддин». Силәбе келгәндә үземдә Башкортстанның иң шәп районнарының берендә йөргән һымак итеп тоям. Шул тикем рухлылар, шул тикем дәртлеләр, мен дә үземә рухи байлык алып кайттым. Славта шул тикем бейнеләр, күңел астылар. Бигрәк шатландыбыз һәм столько эмоций получили. Охшаны шатландыбыз, бейнебез. Бик дан булды.
большой азарт, эмоции. Будем ждать еще таких концертов, проектов. На концерте челябинцы не только насладились родными мелодиями, но и могли приобрести товары башкирских производителей. В городе работала автолавка «Продукт Башкортостана» и выставка продажи издательского дома «Китап». Более того, издательским домом Башкирскому Курултаю Верхнеуфалейского, Златоустовского городских округов и Чебаркульского района были подарены учебники для изучения башкирского языка. Сакаруда кабул итеп келгәнебез өчен әлбәттә үкенмәйбез, чөнки монда үзебезнең милләттәшләрне, кардәшләре күрү ул олы шатлык. Икенчедән, әлбәттә, без үзебезнең китап нәшриятына саккан продукцияны алып килеп, Силәбе калаһында яшәүче милләттәшләргә күрсәтергә тиеш идек. На этом приятные сюрпризы не закончились. Со сцены представители областного башкирского Курултая Челябинской области торжественно чествовали с 50-летним юбилеем председателя Курултая города Златоуста Марата Юмагулова. Общественная организация, которую возглавляет Марат Равильевич, активно работает в области развития башкирской культуры и языка. Люди сами видят нашу работу, значит, тянутся. Сами у нас сейчас сплотился уже коллектив такой. Дальше мы еще расширим свой круг друзей. Челябинская область занимает второе место по количеству проживания башкирского населения после Республики Башкортостан. Южноуральцы активно следят за жизнью соотечественников, участвуют в совместных культурных и социальных проектах. И день рождения республики для них – это долгожданный праздник. Башкиры Среднего Урала, жители региона, а также те, кто сотрудничает с Башкортостаном, стали участниками торжественных мероприятий, которые прошли в Екатеринбурге в рамках Дней Республики. В рамках праздника прошло заседание круглого стола, в котором приняли участие общественные организации Свердловской области, а таковых в регионе насчитывается всего 9. Важная часть встречи была уделена обмену опытом. В частности, председатель исполкома Башкирского Курултая, президент Федерации борьбы на поясах Марис Юсупов рассказал коллегам о том, какие проекты реализуются на Южном Урале совместно с правительством Челябинской области и представительством Республики Башкортостан в Уральском федеральном округе. Поделился положительным опытом работы в сфере социально значимых мероприятий. Местные башкиры ознакомили гостей о деятельности своих национальных организаций. Шул күрәк йөрәһендәр инде. Кеше башкорт телендә һөйләшеп йөрәһә, үзенең өлгеһен икенче кешене әүрәй ала дип уйлыйм. Шәхесләребезнең олы юбилейләренә багышлабрак тырышабыз инде без. Халыкны шуның белән тартабыз да үзебезгә җәлеп итеп. Инженер Алиев бар. Аның исеме белән урам аталды. Транспорт остановкасы, аның исеме белән инженера Алиева дигән. Встреча стала полезной для представителей Уральского бизнес-сообщества. Предприниматели Уфы и Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве. Празднования завершились торжественным приемом по случаю Дня Республики Башкортостан, участие в котором приняли представители органов власти, посольств и консульств 6 европейских и восточных стран, местные башкиры, активисты сибирских татар Тюменской области. Я родился в Башкирии, в Белокатайском районе, и учился там, среднюю школу там закончил, потом приехал сюда. Ну, Башкирия – это моя родина, я очень люблю, каждый год там бываю. Корни у меня с Башкирии. Возглавляем Сабантуй городской, город Екатеринбурга. Мы проводим еще спортивные мероприятия. Это очень долгожданная, приятная встреча лично для меня. И это братские народы. Конечно, хотелось бы в дальнейшем сотрудничать во всех направлениях. У нас очень тесные связи с Башкортостаном, создан целый ряд совместных предприятий. Природа у вас очень близка к Кавказским горам, тоже такие же интересные, зеленые. И я думаю, раз нас объединяют такие горы, и башкиры тоже я представляю как очень добрые, гостеприимным народом. Как отметил представитель Башкортостана Амур Хабибулин, в регионе, где проживают более 30 тысяч башкир и выходцев из Башкортостана, празднование Дня Республики станет доброй традицией. Үз тарихын белгән, шәхестәрен хөрмәт иткән милләттең киләсәге лә якты. Ошо көндәрдә Коншак районы халкы билдәле якташы Мөхәммәд Яриф Хайдың исемен мәңгеләштерде.
Кунакбай авылы тарихи вакыйгаларга бай һәм авылдаштар билдәле даталарда ентекле әзерлек менән үткәрә. Мәсәлән, элекке ел авылның 220 еллык юбилее һәм Хәйдең 105 еллыгы уңае күркәм тантаналар узгарылды. Һәйкәл асуга багышланган сараны ла милләттәшләребез зур әзерлек менән үткәрде. Вернулся в свои родные пенаты через 90 лет в виде памятника. Оказывается, он в деревне последний раз был в 1927 году. Аула кириште тау башында памятник ялтырап, матур булып күренеп торган. Кемдер генә аула кирһәләр дә, сакалар да күрһеннәр, что действительно был аулда сондай шагыйрь туып үскән икән дип. Билдәле язучыны һынландыру вазифаһын кунашактар якташтары Илдар Юнусовка ышанып йөкмәткән. Но работа очень тяжелая. Но это земляная, считай, вот из глины начинается, потом бетоном. Очень тяжело. Но все равно вот люди же благодарны. Һәйкәлде асу тантанаһында Хәйдең Башкортстанда һәм Екатеринбургта яшәүче тугандары Рәйсә, Эльмира Сабуровалар, Тимур һәм Римма Мөхәммәдияровтар катнашты. Улар данлыклы бабаларның рухын зурлаучы кунакбайларга рәхмәт сүзләрен yetkерде. Сара концерт һәм байрам табыны белән тамамланды. Милләттәшебез Фатима Мәҗекәева ярты бауаттан ашыу гомер үткәс кенә үзенең күңел төрендә йөрткән шигырьләрен ак кагызга төшерә. Ил инәһенең алтынга бәрабәр иҗады менән без дә таныштык. Фатима Мәҗекәева 1940 елның 20 майында Сосновка районының Мамай авылында дөньяга килә. Бик иртә яшьтә харык көтә башлай. Шул вакыттарда ук уның күңелендә шигъри юлдар туа. Әби кайгы күрде, бабай һугышта булды, бер балаһы китеп үлеп калды. Сән мин чипеш көтәдин баксан дигәндә тәүге шигырьне менә анда язгам дисән. Шуңа каранда баксанда кайын үсү тора шаулап, коштар хайрашалар инде. Мин тордым да шаны сыгырдым да бидем тиз генә. Мәҗекәева Фатима Сафа кызының йөрәк төрләреннән сыккан киңәш сүзләренә колак һалмау мөмкин түгел. Улы тормыш тәҗрибәһе туплаган был ханым табигать матурлыгынан үзенә илһам көсөн ала. Агач арасында йөрү файдалы, табигать кеше көс бирә, мияне иштәтә. Мин гел җәй агач арасында еләк тирәм, гөрҗдәйдә йөрим менә шулай. Кайындарды кусактап, япрактарын яра ак кайындар, хош ифләрен биркә яланга, шул яландар искә төшерәләр. Бала сакта үскән ерләрдә шул яландан килә йыр моңдары, яңгы рәхәт, тәнгә сихәт, хош ифләрен ирә кайындар. Өлкән яшьтә булуына карамастан, Фатима ханым бик әүдем тормыш алып бара. Төрле өлкә һәм Башкортстан конкурсларында катнашып, лауреат исемнәрен ала. Силәбе һәм Курган өлкәләрендә яшәүче милләттәшләребез игътибарына. Караван эстрада төркеме гастрольдәр менән һеҙҙең төбәктә. Не пропустите концерт фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас». Концерты состоятся в Челябинске 24 ноября и в городе Златоусте 23 ноября, начало в 19:00. Ошоның менән тапшырыуыбыз тамам. Безне ОТВ каналында көтеп калыгыз. Киләһе осрашкандарга тиклем.